Здравствуйте, это новости в субботу. В студии Лина Зинатуллина и о картине дня. Сегодня в Татарстане от коронавируса привился 2-миллионный житель. Им стала 78-летняя Галина Вакилова из Казани. Напомним, миллионный вакцинированный был зарегистрирован в сентябре, 1,5-миллионный не так давно, в начале ноября. По прогнозам Минздрава, 2-миллионный должен был привиться в декабре, однако возросшие темпы вакцинации ускорили наступление юбилейной отметки. Сегодняшнее событие для Галины Вакиловой стало полной неожиданностью, хотя решение сделать прививку было однозначным и осознанным. Тем более, что коронавирус унес жизни двух ее близких подруг. 78-летнюю Галину Вакилову врачи 18-й поликлиники встречают аплодисментами. Она стала 2-миллионным вакцинированным от ковид-жителем Татарстана, что для самой пенсионерки настоящий сюрприз. Я 2-миллионный пациент. Не знала. Вакцинация – это наше спасение. Я так пришла. Как оказалось, в ее семье уже привиты и сын, и сноха, и внуки. В поликлинике ей поставили первый компонент спутника ВИ. У меня внучка живет в Лондоне. Она мне звонит ежедневно и говорит: бабуля, обязательно надо вакцинироваться. Обязательно, пожалуйста, береги себя. В жизни Галины Вакиловой было много испытаний. Она ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Там получила дозу облучения. Недавно терапевт посоветовал ей сделать вакцину от коронавируса. Эта болезнь в этом году унесла жизни двух близких подруг Галины Вакиловой. Я считаю, что надо всем прививаться, чтобы и себя обеспечить, в общем-то, и близких. И я считаю, что вот наш город, наша республика должна войти в самые первые ряды вакцинированных, потому что нельзя плевать на свое здоровье. Среди тех, кто ответственно относится к своему здоровью, была и чета Сахаповых. Они получают вторую дозу спутника ВИ. Много умирают, много болеют, и нам страшно стало. Жить хочется, вот поэтому пришли. После того, как я узнала, что можно одновременно ставить и вакцину от ковид, и прививку от гриппа, я, естественно, родителям посоветовала. Я озвучила, у них есть пример живой на глазах, и поэтому они согласились. За один день в 18-й городской поликлинике Казани от коронавируса прививают порядка 200 человек. По Татарстану за сутки вакцинировались более 17 тысяч жителей. Сразу после первого компонента пациенты получают QR-код. За 1 час я сделала прививку 20 пациентов, но у нас сегодня работает несколько врачей. Спутник ВИ, оба компонента, Спутник Лайт, Эпивак и Ковивак. Все есть в наличии. На данный момент прививаем по желанию пациента всеми вакцинами. Общий иммунитет мы будем стараться достигать в ближайшее время. С процентом соотношения оно составляет 80 и выше. В конце января врачи планируют поздравить уже 3-миллионного привитого татарстанца. Юлия Гоголева, Сирина Сахапова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Темпы прироста заболеваемости в республике немного снижаются, но ситуация остается напряженной. Тему коронавируса сегодня традиционно подняли на субботнем совещании в Доме правительства. Его провел премьер-министр Алексей Песошин. Он отметил, заболеваемость людей старшего поколения остается очень высокой. Для сдерживания распространения вируса с 22 ноября действуют QR-коды для проезда в общественном транспорте. Накануне внесены изменения. Временные коды теперь дают и вакцинированным первым компонентам. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Вакцинация лиц старше 60 лет. Привито 442 тысячи человек. Это менее 22% от прошедших вакцинацию. В Татарстане операции по расширению закупоренных сосудов будут делать по новой методике. Ровно год она успешно применялась в клиниках Санкт-Петербурга. Теперь их практику перенимают наши хирурги. В РКБ уже прошли первые 2 операции. Новая методика позволяет избежать ампутации ног. Она востребована у тех, кто страдает от атеросклероза, диабета и последствий ковид. До разработки новой технологии 30% пациентов становились инвалидами. В операционной была Алия Харудинова. Да, с персиком все как полагается. В операционной РКБ готовность номер 1. На столе 60-летний пациент. Женщина уже перенесла одну операцию по расширению закупоренных сосудов ног. Сегодня очередную делают на современном оборудовании. Операции по расширению забитых сосудов в Татарстане делают давно и практически ежедневно. В год помогают 300 пациентам. В 70% случаях эти операции помогают избежать ампутации ног. Методику, которую мы использовали, она предполагает баллонное расширение. То есть в сосуд вставляется баллон, и место окклюзии, место стеноза расширяется с помощью баллона.
не всегда эта методика сохраняет целостность сосуда. Но есть другая методика. По новой технологии успешность операции до 95%. Вместо баллона через сосуд проходит катетер. На его конце вращающаяся головка. Частота вращений 70 оборотов в минуту. То есть тромботические бляшки не просто отодвигаются, они полностью извлекаются из закупоренного сосуда. Нашим врачам осваивать технологию помогают питерские коллеги. Весь медперсонал в защитной одежде, потому что операция проходит под постоянным рентген-контролем. Это делается для того, чтобы в режиме онлайн видеть сосуды. И вот прямо сейчас на экране мы можем видеть, если можно так назвать, маленький медицинский бур, который прочищает забившийся сосуд. За счет этих вращений и лезвий происходит отслойка и фрагментация материала, которым забиты артерии. Это могут быть тромбы, это могут быть атеросклеротические бляшки, в том числе сильно кальцинированные. И через специальные отверстия на катетере все это извлекается из сосуда. По сути, мы восстанавливаем просвет сосуда. Олегу Баранову 58. 14 лет назад у него выявили диабет. Это и стало причиной отложений в артериях на уровне голени. 2 пальца на левой ноге спасти не удалось. Теперь сосуды будут чистить по новой методике. Новую технологию, вот это, я, конечно, только за. И очень рад, что я вот именно попал вот в этот день сегодня, что вот мне будут делать вот эту операцию. Но не всем так везет. Каждый год в республике 1700 пациентов лишаются ног. После высокой ампутации 80% пациентов умирают в первый год после операции. Поэтому новая технология очень востребована. К причинам тромбообразования наряду с атеросклерозом и диабетом добавился и ковид. На его фоне увеличилось количество инсультов, инфарктов. Это все тромботические осложнения сосудистой системы. Закупорка артерий нижних конечностей не исключение. Любое покраснение или боль в ногах должно вызвать беспокойство, и нужно обратиться к врачу. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Сегодня суд не стал избирать меру пресечения владельцу цеха по производству незамерзайки, после употребления которой отравились 14 студентов и погибла девушка. Следствие просило назначить Андрею Сорожкину запрет определенных действий. Не выходить из дома после 10 вечера и не общаться со свидетелями и потерпевшими. Цех накануне обнаружен на улице Тихорецкой в Казани. Вопреки действующему законодательству, здесь в жидкость добавляли метанол. Сейчас назначена экспертиза, результаты которой еще не готовы. Судья посчитала недостаточными основания для назначения запрета определенных действий Сорожкину. Напомним, следователи подозревают его в совершении преступления по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». На грантовую поддержку фермеров в этом году направлено почти 676 миллионов рублей. Это программы «Агростартап», «Агропрогресс», «Развитие семейных ферм» и другие. Больше всего сельчан интересует поддержка молочного животноводства, разведение крупного рогатого скота и птицы. Такие гранты получили 80 фермеров. Свои проекты они должны реализовать в течение 2 лет и увеличить поголовье коров по республике почти на 2000, лошадей на 840. Как сообщил аграрный министр, не все районы смогли получить помощь. Участие районов на слайде. Наиболее активные Кукмурский, Тукаевский, Азнакаевский, Сабинский, Сарманский, Доржановский районы, где по 4-6 фермеров получили гранты на развитие своих хозяйств, а с ними и сельскохозяйственных территорий. Ни одного победителя в Альметьевском, Тетюшском, Тюлячинском, Бавлинском районах. Основная причина отказа в поддержке некачественно подготовленных документов. В предстоящие сутки в Татарстане резко ухудшится погода. Ожидается метель, сильный ветер, туман, ухудшение видимости до километра. Порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах гололедица. Водителям рекомендуется учитывать погодные условия при выезде на трассу и соблюдать правила дорожного движения. Одним из самых ярких событий этой недели, безусловно, стало выездное заседание группы стратегического видения России «Исламский мир». Оно впервые прошло в колыбели ислама, Саудовской Аравии, и в новом составе. Здесь руководитель группы, президент Татарстана Рустам Минниханов, заявил о необходимости активнее использовать потенциал отношений России и исламского мира, повышать взаимодействие в вопросах защиты традиционных нравственных ценностей. В пример он привел татарстанскую модель гармоничного проживания представителей разных религий и конфессий как одну из самых успешных. Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий
транслировать сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации. Это заседание войдет в историю и как первое зарубежное, где принял участие представитель православного духовенства. Татарстан в группе представляли муфти республики Камиль Хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Почему в состав татарстанской делегации был включен митрополит и с какими мыслями он вернулся из исламского государства, по прилету владыка рассказал нам в эксклюзивном интервью. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем обусловлена ваша поездка и о чем она говорит? Когда меня назначили на Казанскую кафедру, то через некоторое время святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл включил меня в эту группу стратегического видения Россия и исламский мир. До меня был владыка Феофан, и когда было принято решение провести одно из заседаний в Саудовской Аравии, то это тоже было таким большим событием, думаю, что не только для меня, но и, в принципе, для всех участников, потому что за долгое время впервые эта группа выезжала на заседание за пределы Российской Федерации и сразу в Саудовскую Аравию. Чувствовали ли вы лично отношение какое-то особое? Мы были очень все одарены таким большим, настоящим щедрым душевным гостеприимством принимающей стороны. Это было очень заметно, очень подчеркнуто, с большим уважением в восточном мире относится к нашему президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову. И на нас это отношение к нему, на нас это тоже распространилось каким-то образом. Ко мне в том числе. То есть это же немножко интересно было, там они, можно сказать, что и не видели, наверное, нашего духовенства. И это, наверное, впервые, когда духовенство официально присутствует на подобной встрече. С какими чувствами вы вернулись из поездки? Особенно им благодарны за эту возможность, где у меня было представлено время для того, чтобы что-то сказать. Я рассказал о наших взаимоотношениях в Татарстане, о том, как мы сотрудничаем с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, какие мы находим площадки для общего делания, то, что у каждого из нас своя вера, мы все-таки живем каждый живет в своей религиозной традиции, но при всем при этом мы живем в одном мире. У нас общая проблема, эти проблемы касаются как христианской общины, так и мусульманской общины, как и любых, кто живет сегодня среди нас, там, где не пересекаются наши религиозные взгляды, мы стараемся быть вместе. Спасибо большое. Спасибо. Межнациональный мир на примере одного села. На этой неделе мы отправились в гости в деревню Кукеево Рыбнослободского района. Она находится на горе, вокруг леса, а рядом течет река Суша. В деревне много родников, и несмотря на то, что водопровод есть у каждого в доме, жители, как и раньше, ходят за ключевой водой. Село татарское, но несколько лет назад здесь поселилась и семья из Узбекистана. Рассказ о сельской глубинке в рубрике «Айда Татарстан». В 100 километрах от Казани в селе Кукеево Рыбнослободского района. И, как говорят местные жители, это такая настоящая татарская деревня. Но, как оказалось, даже здесь можно найти людей разных национальностей. И прежде чем мы отправимся к ним в гости, давайте побольше узнаем о самом селе. Селу Кукеево больше 300 лет. Это верховье реки Суша. Село на горе, а вокруг леса. Почему Кукеево? Есть две легенды. Говорят, село назвали в честь первого жителя – Куки-Бабая. Но, возможно, люди услышали кукушку, когда решили поселиться здесь. Куке по-татарски в честь птицы и назвали. Село богато родниками. Представляете, на всю деревню их 24. И 10 из них вот в таком прекрасном благоустроенном состоянии. А, например, этот родник носит имя Гульбан в честь жительницы, которая раньше за ним присматривала. А теперь его благоустроили жители, которые живут неподалеку и приходят сюда за водой. Сегодня в селе 470 жителей. Есть своя школа, детский сад, ФАП и дом культуры. Жители в основном занимаются фермерством. В селе уже почти 100 лет работает и филиал Кызылйулдузского лесхоза. Занимаются обработкой дерева.
У нас активное население, и мы постараемся участвовать во всех программах. По программе «Чистая вода» в 2016 году заменили водопровод. В 2017 году начали строить новый МФЦ, клуб. В 2019 году построили по программе новый ФАП. Рядом с татарским Кукеево есть и русские, и кряшинские деревни. А вот в самом селе 3 года назад поселилась узбекская семья. Глава семейства Шермат приехал в Татарстан в 2004 году. Понравилось, 10 лет назад женился и переехал в Кукеево навсегда. Люди в Татарстане очень хорошие и гостеприимные. Все нам здесь помогают. Вначале было сложно, язык не знали, знакомых мало было. Сейчас все праздники вместе с соседями отмечаем. В прошлом году наш Наурус всем селом праздновали. Мне очень нравится здесь. Дети в местную школу ходят. Мы все уже и татарский язык выучили. Очень похож на узбекский. Татарский как родной теперь. Папа находчивый, умный и смелый. Ему по плечу даже сложное дело. Мой папа веселый, но строгий и честный. С ним книжки читать и играть интересно. Бүгін біз татар халқымыздың милли ризығы ит бәлеші пішіруге болдым. Главное украшение стола – бялеш с мясом, говорит Гульнур Хуснуллина. Готовят на каждый праздник и на выходные, когда приезжают дети из города. Процесс не быстрый. Замешивают тесто, 2 килограмма говядины для начинки, почти столько же картофеля. Бялеш должен быть не только вкусным, но и красивым. Готовить бялеш в детстве научила мама. Стояла рядом и наблюдала, как она готовит. В бялеш у нас в основном идет говядина, но еще добавляем гуся. Так еще вкуснее. В духовку бялеш отправляется на 2,5 часа. Результат стоит всех ожиданий. Сейчас здесь репетируют спектакль «Энилер Хамбабилер» Туфана Миннулина. Уже вечером на представление в Доме культуры соберутся все жители Кукеева. Актеры не волнуются, потому что знают, односельчане их всегда поддержат. В клубе любителей театра «Нур» у нас играют и фельдшер, и учитель, и соцработник. В районном конкурсе имени актера Равиля Шарафиева заняли гран-при. Потом были гастроли по району. Занимаются в кружках по вокалу, рукоделию. Есть свой хореографический коллектив «Мизгыль» – детская и взрослая театральные студии. Каждый здесь находит дело по душе. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Завтра страна отмечает День матери. Управление Росгвардии провело акцию «С любовью к маме». Здесь служат ребята из разных регионов страны, и многие уже давно вдали от родного дома. Весточки от сыновей отправились в российские города. Особенным подарком стал видеомост. Ребята смогли пообщаться с мамами онлайн. Булат Фахурдинов на военной службе с начала лета считает это долг каждого мужчины, как и забота о своей семье и матери. Я хочу тебя поздравить с ним, желаю тебе счастья, здоровья, все остальное у нас, конечно же, будет. У нас все будет отлично, хорошо. Спасибо, так тепло стало, хорошо. Спасибо тебе, родной. Жду, обнимаю крепко. В преддверии праздника в Нижнекамске совместно с волонтерским центром «Барс» сделали необычный подарок матерям, которые воспитывают особенных детей. Для них организовали экскурсию на оленью ферму в Рыбно-Слободском районе. 11 детей и 10 мам отметили этот праздник на природе. Юлия Гоголева увидела эмоции ребят и мамино счастье. Рога тяжелые, по 16-20 килограмм один. Слушать рассказ экскурсовода о том, что едят олени, познавательно, но гораздо интереснее все-таки их кормить. Яблочки и морковка – самое любимое лакомство. Я оленей обожаю кормить. Они дружелюбные. Нельзя близко подходить, потому что сильные, рогатые, потому что могут стукнуть. Мама сама-то радуется за сына до слез. Признается, настоящее счастье видеть, как ребята общаются со сверстниками, и у них столько положительных эмоций. Общаются на экскурсии и мамы. И это, говорят, главный секрет, как не опустить руки, когда твой ребенок не такой, как все. Наверное, это общение с такими мамочками. И не надо скрывать ребенка, что он такой, особенного развития, чтобы они общались со здоровыми детьми, то есть чтобы они учились к жизни. На оленью ферму в деревне Степановка, что в 70 километрах от Рыбной Слободы, сегодня приехали 10 нижнекамских мам. Каждая воспитывает особенного ребенка. У Евгении Вахрушевой 11-летняя дочка Катя.
Катюш, тебе нравится? Да. Свежий воздух, да. И вот эти вот как бы общение с природой, с детьми, это им дарит эмоции. Я сама чувствую эти тоже эмоции. И я рада, как дочка, вот она увидела, восхищенная, хотя из автобуса не хотела выходить. Экскурсию на оленью ферму организовал волонтерский центр «Барс» совместно с Нижнекамской администрацией и ПАТП-1. Вообще мы сейчас делаем большой тур по Татарстану. Это у нас первая поездка, но не последняя. Соответственно, мы сейчас выбрали 5 маршрутов. Это очень крутые маршруты, где мы будем встречаться с родителями, с детьми. Непростой диагноз, не повод поддаваться унынию. Каждая из мам с благодарностью принимает каждый день и считает себя счастливой. Они нас делают добрее, на мир мы смотрим совершенно по-другому, и появляются новые силы ради них. Мы как раз все это и делаем, и ради них у нас растут крылья за спиной. Чтобы главное были живы-здоровы дети, а диагноз – это не приговор. Я люблю маму, папу, обидье. Юлия Гоглева, Данил Филатов, Равнослободский район. Спортивный праздник сегодня устроили игроки «Синтеза» для детей из социального центра «Дуслык». Акция благотворительная. Спортсмены хотят помочь ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 17 мальчиков и девочек не только следили за игрой ватерполистов, но и пообщались с игроками, а также получили сладкие подарки. Акция организована при поддержке компании «Сибур», «Таиф» и «Казань-Оргсинтез». Тагир Валиди подробнее. Вместе с воспитанниками центра «Дуслык» сегодня на трибунах игроки команды «Синтез», не задействованные в сегодняшнем матче. Они оживленно обсуждают ход поединка между Казанью и Астраханью. Многие из этих ребят не только впервые видят игру в водное поло, но и вообще никогда не бывали в бассейне. Улыбки на лицах и блеск в глазах – явный признак того, что праздник удался. Возможно, кто-то из них всерьез задумается связать свою жизнь со спортом. Воспитанники центра «Дуслык» – это дети, попавшие в сложные жизненные ситуации. Для них очень важна поддержка и внимание. Будничный матч по водному полу для спортсменов, для ребят – красочное и необычное действо. Завороженные, они продолжили обсуждение игры за чаепитием. Я расскажу конкретно про свой личный опыт. Интерес неподдельный, ловят каждое слово. Они впервые видят настоящих спортсменов. Чтобы играть в водное поло, надо немножко уметь плавать, обязательно вести здоровый образ жизни, тренироваться, иметь желание побеждать и забивать как можно больше голов. По себе могу сказать, другие виды спорта немножко травматичные, вода немножко, как ребята говорили, смягчает все. Казанские ватерполисты ежегодно проводят благотворительные акции. Сегодня каждый из воспитанников получил сладкий подарок и игрушку. Но самое главное для них – внимание и забота. Спасибо тебе. Тагир Валиди, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Пробежать с железной стойкой, перевернуть 100-килограммовую покрышку или сдвинуть с места трактор. Самые сильные сельчане со всей страны собрались в Казани. Столица республики приняла всероссийский турнир по силовому экстриму среди сельского населения. В этом виде спорта на плечи спортсменов ложатся самые тяжелые, а главное – подручные средства. Какие испытания пришлось преодолеть батырам, увидел Рамиль Галиулин. Он же проверил веса на себя. Схватить 80-килограммовый мешок и перебросить его через планку. Такое под силу не каждому, еще и на скорость. Так Казань стала местом сбора тех, чей рабочий снаряд – огромные колеса, штанги или, например, сельхозтехника. Для атлета из Краснодарского края Зайнеддина Самединова это первое участие в крупных соревнованиях. Перед силовым экстримом осваивал бокс. Еще в детстве, классе 4-го. Так, вот пока что занимаюсь. Как все говорят, спорт – это жизнь, энергия, движение. Все остальное развивается. Это первый в истории турнир по силовому экстриму среди сельского населения. Главное условие – прописка в деревне. Соревнования собрали 1500 богатырей со всей страны, от Камчатки до Калининграда. До финала дошли лишь 200, 40 из них из Татарстана. Денис Королев – один из них. Это дает какую-то уверенность в себе. Мой как-то статус, жизненная самооценка, она как-то поднимается. Все группы мышц, получается, уже активированы в данном спорте, как чтобы поднять штанги, перекидывание мешка. Атлетам нужно показать себя в 5 упражнениях. И даже самый легкий для спортсменов снаряд не так прост, как кажется. Вес этой штанги 40 килограммов. В среднем это эквивалент одного мешка картошки или муки. Поднять его нужно несколько раз. В общем-то можно, вот только
Разница в том, что для спортсменов этот вес разминочный, а для меня предельный. Своя техника есть в каждом упражнении, да. Есть ребята, которые выполняют технично, грамотно. Те люди, которые наберут большее количество очков за каждое из упражнений, пройдут в следующий этап. Девушки не только в джазе, но и в тяжелом спорте. Участниками соревнований стали 20 представительниц прекрасного пола. Я занимаюсь боевыми единоборствами ММА. Получается выплескивать все плохие эмоции и заряжаешься позитивом. Все участники – любители. Им от 18 до 35 лет. В этом году силовой экстрим признан официальным видом спорта, а значит, отныне таких зрелищных соревнований будет больше. У нас 43 сельских муниципальных районов республики. В каждом из этих районов существует огромное количество спортивных площадок. Сегодняшнее мероприятие, оно на самом деле говорит о многом. Мы считаем, что оно нужно. Оно еще раз говорит, что на селе люди должны заниматься спортом. Я желаю победу каждому. Я хотела бы пожелать, чтобы каждый нашел свое развитие в спорте. По итогам турнира самые сильные получили кубки и грамоты. Рамиль Галиуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Здравствуйте! В воскресенье Татарстан все так же будет располагаться в теплом секторе циклона. И по данным сервиса Яндекс.Погоды, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью и утром снегопады, а днем же без существенных осадков. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также не обойтись без осадков. Ночная температура опустится до -5, а днем около 0. Такая непостоянная погода может негативно сказаться на вашем самочувствии. Берегите свое здоровье. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши пасмурно и снежно. Днем 2 градуса со знаком минус. На дорогах очень скользко. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси температурный фон все еще выше нормы. Синоптики обещают снег, местами мокрый снег. В Болгаре, Држаном, Буинске ночью и утром также пройдет снег. Ноябрь богат на осадки. Выпавшие осадки уже побили рекорд. В центральных районах также синоптики обещают облачность и снегопад. Ночью около 7 градусов ниже нуля, а днем 0 градусов. В последующие дни погода существенно не изменится. Синоптики обещают осадки разной интенсивности, местами с дождем. Гидриликс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гидриликс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гидриликс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гидриликсом я лечусь. В Казани ожидается облачная погода, ночью и днем снег, местами сильный. Ночная температура -2, а днем около 2 градусов выше нуля. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах гололедица и снежные заносы, будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных и теплых выходных в кругу близких. До свидания.